Ранее мы говорили о переселениях кыргызов на территорию современного Кыргызстана при монголах. После последнего раза в конце 13 века кыргызы оказались в государстве Хайду. Хайду был мудрым правителем, с мудрой налоговой и экономической политикой, которая не ложилась бременем на народ. Он запретил кочевникам пасти скот на землях земледельцев. Ведь временами бывал падеж скота, а временами засуха. Кочевники и земледельцы нуждались друг в друге, чтобы не умереть с голоду. Возможно, именно поэтому мы, кыргызы, живем преимущественно около гор. Со временем Хайду постарел и умер. Улус, в котором он правил, Чагатайский, распался на два государства – Магалистан, Южный Казахстан и Северный Кыргызстан, и Мавераннахр, Фергана, Таджикистан и Узбекистан. Магалистан был государством отюреченных монголов. Впоследствии эти два государства будут воевать друг с другом. Большая часть кыргызов была в составе Магалистана, участвуя в войнах на стороне этого государства. Так при Хайду кыргызы жили мирно, пока не родился второй великий азиатский полководец – Амир Темир, который во многом был похож на Чингисхана. Он не был чингизидом и поэтому не мог стать ханом. Но он женился на вдове хана Мавераннахра, что дало ему возможность управлять государством. В народе за это его прозвали Темир-Гураган – Темир-зять. Прославился он воинами против Магалистана и Золотой Орды. Воины Темира проходили и через Иссык-Куль. Санташ тому доказательство. Темир в начале похода приказывал всем кинуть по камню, чтобы знать, сколько у него воинов. А на обратном пути велел взять по камню. Так он знал, сколько его людей погибло. Темир и в последующем его внук Улугбек предпринимали походы и против кыргызов. «Это великие воины леса», – писал Улугбек о кыргызах. После смерти Улугбека в 1449 году в Центральной Азии больше не стало сильного государства, что было великолепной возможностью для кыргызов наконец объединиться. Тот, кому было суждено это сделать, рождается в 1470 году. Звали его Тагай-би. Родился он на Алае. Брат его был Адыгине-би, который был главой местного племени. После смерти своего брата Тагай-би решает ехать на север, чтобы объединить кыргызские племена. За короткий срок он завоевывает уважение на севере, собирает курултай всех кыргызских племен Алатоо в Барсконе в 1508 году и объединяет их под одним знаменем. Тагай-би получает большую поддержку. Его поднимают на белом войлоке и объявляют единым бием для всех кыргызских племен. Ведь ханом в те времена мог быть только Чингизид. Первым делом он помогает магалистанскому султану Саиду завоевать Кашгар. В 1514 году его одаривают подарками за заслуги. Однако позже видят в нем потенциальную угрозу и 3 года спустя решают захватить в плен. 12-тысячная армия входит в его ставку в Барсконе, захватывают и сажают в темницу в Кашгаре. Убить не смели, потому что боялись бунта со стороны кыргызов. В 1522 году его отпускают, и уже в 1524 году Тагай-би пытается заключить союз против султана Саида с казахским ханом Тагиром. Однако в 1526 году планам приходит конец. Султан Саид обратно сажает его в темницу и держит там уже до самой смерти, в 1533 году. Тагай-бия очень уважали в народе, поэтому никто не решался занять его место, пока он был жив. Его заслугой является первое объединение кыргызов в Центральной Азии и сохранение целостности этноса. Родившись на Алае и объединив всех на Иссык-Куле, Тагай-би мечтал о единстве народа, мечтал о суверенном и независимом государстве, что и произошло через много веков в 1991 году.